Прямой рейс до Медины. Первая группа паломников вылетела сегодня в Саудовскую Аравию. На борту 247 человек. В аэропорту Магаз их провожали родственники и наша съемочная группа. Джамаат намаза после самое долгожданное событие для будущих хаджи настанет совсем скоро. Многие из них наверняка считали дни в календаре и не спали прошлой ночью в предвкушении того самого момента, когда воочию смогут увидеть Каабу. Многие из паломников едут в хадж впервые, а кому-то представилась возможность прикоснуться к священной Каабе уже даже не во второй раз. И бесспорно побывавший в Мекке однажды стремится попасть туда снова и снова. Последнего приятеля вечера, ты говоришь, цент что хажус безм больше, значит, схадая кайрас. أنت وكان كجا تأخشر والله حتأكل خات أنا أخر وقت بقصانت قال أنت أختار تهم خيات صندق حلق موضوع كذي حلقت ترش حن صد فد لا جوبا دوغ شقانا وتشتت تهم لا دوغ شقانا حلق واسق واش اشتواش خلد يرتمون هنزج هنز لهجة حلق واسق وملو حمل وتنو. Особенно волнительная эта поездка для тех, кто совершает хадж впервые. Возможность очиститься духовно, забыть о бесконечных заботах и полностью посвятить себя служению Всевышнему. Вот о чем думают многие будущие хаджи. لا قيلتم هجاي قيلت سمعت هجاي سهم خصحان الأخشباشاتها يغلى أربع قنق بصير دقشر غد خايود سيندا وترم دنا نزمن دقشر غد خايود مسلين ديخ دار شيء موجز ماش بولشنا غول تيجي أتواني ديك ما تيجي أتواني ديجي غلط غيره فرزة دار حد لا Каждый год из аэропорта Магаз выезжают тысячи паломников из Ингушетии. На автовокзале города Сунжа все организовано, чтобы родные и близкие заблаговременно смогли проводить паломников к святым местам. Ажиотажа с пробками на дорогах нет. А держит ситуацию на контроле стража правопорядка. Для всех желающих здесь развернули шатры с накрытыми столами. Все для того, чтобы паломники чувствовали себя комфортно. Организация достаточно на высоком уровне, сбоев у нас нет, все по плану. Глава республики лично тоже здесь принимает участие. Провели глава района здесь, глава города вместе с нами. Все службы задействованы. С самого раннего утра все перепроверено. Значит, как вы видите, здесь организовали и питание для наших паломников. Далсаадол это вот организовали, значит, наш спонсор, меценат организовал. За свой счет это все сделано. В пути каждую группу паломников обязательно сопровождает врач. Дежурит бригада скорой помощи и на пункте отправки в аэропорту. Вот сколько я помню, мы провожаем ежегодно паломников на хадж. Сегодня очень все организованно проходит. Больные к нам не обращались. Все очень спокойно, тихо, все здоровые. Надеемся, что они здоровыми вернутся все. На протяжении всего пути паломников также сопровождают опытные руководители групп, которые всячески будут помогать будущим хаджи. Многие из них выполняют эту благословенную миссию далеко не в первый раз. аэропорте, да, что таможенный процесс чаки, а лица, а
Далее паломники на автобусах направляются в аэропорт Магаз, где проходит обязательный таможенный контроль и проверку багажа. Но это не занимает много времени, учитывая, как трудно раньше приходилось совершать хадж, когда отправиться к святым местам можно было только на автобусе или частном автотранспорте. Словом, сейчас для паломников созданы все условия. Условий, что сказать, создано, пассажиров подвозят организованно к аэропорту, регистрация проходит в штатном режиме. Также, кто не успел молиться за территорией аэропорта, в стерильной зоне мы им организовали место для молитвы и также для омовения. Кафе есть дополнительно, кто желает попить чай. Обе кафе работают, хотя они где-то и запрещено законом в границе. Но нам пошли навстречу в связи с тем, что люди летят на благое дело. فشح دق بوخش نهال هون وصل ذات سوداء وهو أن أحد إيربورت أحد أق زجوز كي أتصنع هاليوم هذا قاعد شدي خذ ديك تقلل متجي خذ كشة متجي سواق خنوس ده سواق ديك أسلوبير ديك حال بين كلنا خذ نهار حجج цан метик бисеже ходикейна бодишан цан баркалал волшмонде. В третий раз совершить хадж спешит и Магомед Медаров, ветеран Великой Отечественной войны. Как рассказывает дедушка, здоровье хоть и не то, но один раз оказавшись в Мекке, возвращаться уже не хочется. شد حج ضواغ خلو بعد ودي بعد صالة واغ بيزب تيجي واغسل دقي الخي ما قردي عصوني حلقة خليه حد خلاص خلني أستخدم مع بيرة يود جسر ده ونقدم يا خي شعر ده في الدخاتون بغديه غير أم ده خيط شعر هل نخبر بينا ده بخارج شعر خواست مية متك شعر В числе паломников сегодня и гости из других регионов. Сейяр Мустафаев приехал в Ингушетию из Симферополя, чтобы совершить свой первый хадж вместе с другом, с которым познакомился несколько лет назад в Крыму, когда полуостров вошел в состав России. Первый раз в жизни я совершаю хадж. Нам всем известно, что хадж – это наша обязанность, и каждый мусульманин мечтает совершить. Ну, к сожалению, не у всех это получается. Я приехал 2-3 дня назад. Для меня не новость гостеприимства и ингушского братского народа. И я восхищаюсь всегда этим, то, что много есть чему поучиться. Эмоции какие могут быть? Они просто-напросто переполняют. Плюс добавок есть. Было до этого момента, когда входили мы, грубо говоря, в аэропорт, были тревога какая-то была, ну, приятная тревога, скажем так. В данный момент спасибо, конечно, организаторам. Этот раз 9-й раз уже мы едем. Вот именно у меня 9-й хадж получается. Естественно, эмоции переполняют. Алхамдулилlah, мы очень рады. У нас в душе такое очень умиротворение, спокойствие, зная, куда мы летим. И друзья рядом, и люди, которые нас здесь провожают, естественно, эту ауру дополняют, алхамдулилlah. Весь путь хаджа от начала и самого конца сможет наблюдать и зритель национальной телерадиокомпании «Ингушетия». Видеоматериалы из Мекки и Медины ежедневно будут готовить наши коллеги Тамерлан Хамхоев и Иса Хазботов. Настрой самый положительный в предвкушении непосредственно самой посадки в городе Медина, в предвкушении того, что мы снова увидим и снова сможем передать салмошел нашему пророку, что мы снова увидим Каабу, сможем показать это нашим зрителям. Алхамдулилlah, нам это далось еще раз. И внутри просто все прям цветет и цветет. Тамерлан, ты первый раз, расскажи, вот какие у тебя эмоции, впечатления? Как и для любого мусульманина, это самая важная поездка в моей жизни, но для нас еще двойная ответственность. Мы постараемся наиболее объективно, информативно и оперативно предоставлять все материалы о наших паломниках. Сдачу багажа, регистрация и совершение всех необходимых процедур перед рейсом для паломников созданы все необходимые условия. Кстати, 247 ингушских паломников в этом году впервые воспользуются электронной визой. طبعا دي أوقات متانية طلها حمدات شد ويت حيتاي كأحد شد حمكيش ده
دعبها نخ دعمت وين فشاد مكة مدينة نخ بقاستنتشك بقل الله دكتورنا مكدانا دعوه برجستنا وحاقي وحجلا كمان هيجا سجا مستو سجوا ده تون تاستا وده ماليا سجا بقل الله دكتور. Всего из республики с паломниками на борту запланировано 5 рейсов. В этом году к святым местам отправится 1400 человек. Квоту полностью освоили. Перед отлетом в самолете будущим хаджи пожелал счастливого полета и глава Ингушетии. Второй рейс назначен на 3 часа утра. Паломникам необходимо быть на месте за 5 часов до вылета. Зелимхан Калоев, Гапурчах, Киев, Новости 24.